Вот, друзья, самое интересное, самое волнительное, самое приятное чувство, когда рыбу не только ловишь, но также и помогаешь разводиться. Вон, плывите. Вон сколько их. Вон. Вон сколько их. Вон сколько их видно, да? Живите и плодитесь. Всем доброго утра. Среда, 11 октября. Температура около 0. Обещают сегодня заморозки до -2. Время сейчас около 6 часов утра. С темноты, с раннего утра, где-то с половины 5 примерно. Выехал с избы по темноте. Проехался вдоль берега. В надежде на перелет уток постоял. И вот уже сначала на лодке там в конце острова. Потом здесь вот стал. Здесь река. И пролетело 3-4 стайки, наверное, уток. И как раз вот на границе получаются. Они летят на границе Печоры и острова, получается. Из бугра чуть повыше, в принципе, метров 35, наверное. Отсюда, если будут налетать. О! Стреляют, лодка добирает подранка. Уже раз 3-й, 4-й, наверное, выстрелили. А лодки нет. Черный, по крайней мере. Серая еще летит немножко, 3-4 стайки. Вчера весь день летел гусь, но высоко. Ночью слышно было то, что он летит. Надеялись на перелет уток, но пока тишина. Тишина. Сегодня нормально. Вчера чуть пораньше легли, сегодня хорошо выспались. Так что по плану у нас сходить на озеро, поднять живцов. Сегодня еще самое интересное. Вчера оставались живцы, гальяны озерные, гальяны речные. Около, наверное, 20 штук было озерных, столько же речных. В одном ведре и в другом ведре оставалось шестерши еще. Так вот, вчера не закинул их в тюрьму, не закинул в речку, потому что оставил в ведре. И сегодня утром не было ни одного живца. Приходила в гости норка и благополучно всех живцов сожрала, достала с ведра и съела. Так что запаса нет. Живцов от слова совсем. Все, что есть, это на озере остатки. Проверим ловушки. Если они пустые или полупустые, будем поднимать, потому что завтра -2 и неохота их рвать по льду. Небольшой запас еще живцов есть в тюрьме там. Небольшой. Потом будем что-то думать или пробовать ловить ерша бредешком, найти бредень с мелкой возле берега, черпануть ершей. Или я не знаю что. В общем, как-то вот так. Конечно, сейчас возьмем ружье, проверим озера, прежде чем заниматься живцами. И будем проверять наши продольники. Если дождя сегодня не будет и утки не будет, возможно, сходим за ягодами. Может быть, немножко собираем. Как-то вот так. Планы построены. День начался. Осенние деньки. Последние осенние деньки. Скоро зима. Скоро все остынет. Скоро пойдет снег. Скоро похолодает. Скоро все будет печально. Вот. Ну ладно, не будем унывать. Будем надеяться на хорошее. Погнали. Так. Подходим к первому озеру. Походу никого. Ладно, пойдем сходим на второе озеро большое. Тоже походу никого.
Подранки-то здесь мои есть, конечно. Если никто не добрал. Так не видать. Никого. Ничего. Вот и мы пришли к нашим ловушечкам. Что у нас осталось? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ловушек получается. Или что? Или одна здесь тюрьма еще, наверное. 7 ловушек и одна тюрьма, наверное. И это у нас будет, наверное, крайняя проверка. Так, здесь у нас... О, они как в тени все заросли. Очень много этого, как говорится, налимчиков мелких. Собрать налимчиков, что ли, выпустить их в речку, а вдруг это озеро заморное. Просто пропадут налимы. А так, вон их сколько, не знаю, видно вам, не видно, штук. Давайте так и сделаем. В общем, сегодня у нас будет благотворительная акция под названием «Спасти налима». Не знаю, выживут они, не выживут зимой в этом маленьком озере, в луже, можно так сказать. Я знаю, что здесь лед очень толстый. Гальян и карась выживут 100%. Насчет налима не могу сказать, потому что налим, возможно, может задохнуться. Отнереститься-то здесь он отнерестился, мальки появились. Но мы их отпускаем, а где факт, то, что они здесь выживут. Так что мы сегодня собираем всех маленьких налимчиков и выпускаем в Печору. Там они выживут 100%, если не попадут в зубы себе подобным. Будет какой-то шанс. Спасем полсотни налимов, и то хорошо. Все. Поднимаем ловушки, потому что, как мы видим, ни речных, ни озерных гальянов нет. Одни маленькие налимчики. Ведро у нас здесь есть. Второе ведро у нас там. Если что-то, гальянчики попадут в одно ведро, налимчиков в другое. И они будут сегодня спасены. Как мы видим, заморозок сегодня у нас был. Вон. И тоненькая корочка льда. Где-то -1 вот было. Видать, ночью. И утром обратно отпустила. Налимчики. Налимчики. В общем, я понял одно с живцами. Что заготавливать их надо начинать уже в августе. Чем раньше, тем лучше. Можно уже с июля начать заготовки живцов. Как мы видели, поначалу озерный гальян хорошо лез даже в бутылки, даже в обычные ловушки. Если бы сразу закинул столько раколовок, мы бы запас поймали. А так, ну, половили же, на первое время хватило. Увидели мы также и налимов. Все хорошо. Так, сейчас будем заниматься спасением живцов. Да ёшкин-то кот. Все. Больше никого. Ну вот, как мы видим, раз, два, три, 4, 5. Ну, где-то штук 15-20, наверное, мелких налимчиков. Это только с одной ловушки. Думаю, мы со всех ловушек соберем по-любому больше 50. Ну,
Сейчас мы увидим, сколько мы их соберем, сколько мы их спасем сегодня. Вторая раколовка. То же самое. То же самое. Ух ты, здесь еще больше налимов. Все. Вон сколько налимов. Представляете, сколько их, какие они будут через лет 5, наверное, или я не знаю, сколько они растут. Даже жук-плавунец здесь. Кстати, жука можно будет насадить, говорят, на них язь ловится. Все, собираем. Вот так вот немножко ополоснем, чтобы основную грязь, остальное на реке помоем. 2. Три. Тут даже хлебушек остался. Старая добрая раколовка, которая поймала нам уже огромное количество живцов. Все, вот и закончился осенний сезон заготовки живцов. Опа, здесь даже маленький карасик есть один. Это хорошо. Пойдешь на живца. Один маленький карасик. И походу все. И пару маленьких налимчиков. Если налим и то не влетел. Все. Кажись, все. Все. Спасибо, раколовка. Хорошо сработала. Поехали дальше. Вот то же самое. Куча налимов. Штук 30. 30. Нет, штук 10-15. Не 30. Так. Еще пару штук. Так, и последняя раколовка на этом берегу. Здесь она неплохо работала. На этот раз тоже только одни налимчики. И больше ничего. Зато их сколько? Штук 30 точно есть. Палочки поднимем повыше, если сильно большой воды не будет. Куда-то в кусты кинем, на следующий год не надо рубить. За год они не сгниют. На пару лет и хватает. О, здесь, о, тоже один. А один озерный гальян даже есть. Отлично. Хоть один напоследок.
Чем холоднее вода, тем меньше активности у этих рыб, у гальяна озерного, у карася. Ух ты, сколько налимов-то. Вот и сколько. Вот, не знаю, видно, не видно. Вот. Вот такие вот налимчики маленькие. Кто 5 сантиметров, 6, 7 сантиметров длиной. Их огромное количество. Вот такой маленький карасик. Тоже пойдет. Это что, лягушка что ли там была? Или что? Нет. И вот один озерный ленек попался. Вот главная цель наших ловушек. Вот такие вот маленькие вкусненькие рыбки. Отличная наживка для налима. Но он только 1 на 6 ловушек попался. Ну и на том берегу у нас еще 3 ловушки. В том числе одна новая книжка. Ну вот мы и перешли на другой берег. Здесь у нас 3 раколовки. Сейчас будем смотреть. И в зависимости от результата тоже будем принимать решение поднять их или пока оставить. Но я так думаю, результат мало будет чем отличаться от того берега. Так что, скорее всего, будем поднимать. Что-то есть. Что-то есть. И что у нас там? То же самое. Куча маленьких налимчиков. Так что поднимаем. Кому-то повезло этим маленьким налимчикам. То, что они скоро попадут в чистую печорскую воду. Вон такие вот налимы. Тут даже вон некоторые... А, нет, гальянчик. Раз, два. Пойдем, наверное, там закинем сразу в тюрьму этих гальянчиков, чтобы потом не перебирать. 2 гальянчика все-таки влетело. Это хорошо. Сейчас каждый гальян будет на счету. Запас небольшой есть, конечно. Там штук, наверное, 20 озерных гальянов осталось. Штук, наверное, 100 речных. Но речные это вообще ни о чем. Вот. Вот такие вот. Раз озерный гальян. 2 озерных гальян. И вон штук, наверное, 30-40 налимчиков мелких. Озерных гальянчиков перекидываем сюда. Раз, два. Немножко им дадим воды. Пусть до реки хоть немножко доживут. А на пятью. Опа, и налимчик тоже туда один. Так, и здесь у нас был карасик один, тоже сюда. Это живет. И где-то, вот он, еще один озерный. Вот такая вот сортировочка. Остальное все. Остальное куча налимов, которые уже вот выползают. Ничего, потерпите немного. Скоро вы попадете в чистые воды Печоры. И будете расти. Просто папка с мамкой у вас какого-то хрена на Заморном озере икру выпустили. Вам пришлось все лето мучиться. Летом-то, может быть, и нет. Летом-то, как говорится, может быть, было им и комфортно здесь плодиться, раз
Но вот зимой это озеро точно, скорее всего, промерзает до дна. И навряд ли бы они выжили. Так, ну что, у нас еще осталось 2 ловушки. Сейчас их глянем. Если что-то будет, возможно, их оставим. Вон свиристели или кто огромными стаями летают и собирают вот остатки. Вот они вот. Собирают остатки черемухи, что осталось. Мало, конечно, что осталось, все уже собрали. Шиповник, рябину. Вон куча, просто огромная стая свиристели. Подчистую все собрали. Не осталось ни одной ягодки на кустах. Ладно, пошли проверять. Не будем время тянуть. Нам еще продольники сегодня проверять. Так. Начинаем с обычной раколовки. Опа. Куда-то еще об корягу зацепилась. Опа. Это что? Что-то есть, что ли, там? Походу, да. А нет, показалось. Тоже куча налимчиков. Эту раколовку мы тоже поднимаем. Вот книжку, может быть, одну и оставим. Короче, все раколовки, все 7 зонтиков. О, карась. Я думаю, кто же там барахтается? Вот такой вот карасенций. О. И куча, опять же, налимчиков. Ладно. Так, вылезешь, нет? Блин, карась еще не хочет лезть. Против шерсти. Вот так вот. Так, карасика, наверное, мы тоже выпустим. Этого. Пусть живет, плодится. Повезло тебе сегодня. Дарю тебе жизнь, амнистия. Пошел. Этому-то ничего не будет. Хоть и озеро насквозь промерзнет. Караси живучие. Для живца он крупный. А пожарить мы налима лучше пожарим. О! Вот это другой базар. Вот эту раколовку мы оставим. Единственная раколовка, которая работает. Раколовка, книжка. Небольшие карасики для живца пойдут на щуку. И гальяна. И куча налимчиков. Так что эту раколовку мы оставляем одну. Если что, даже и промерзнет. Одну майну отдолбить не тяжело. А пока нет заморозков. В общем, на будущее я буду покупать только такие раколовки. Не помню, кто мне это посоветовал. Вот, видим, да? Озерная гальяна. Даже вон какие крупные налимы есть. Все четенько. Где-то пяток, наверное, озерной гальяна. Мелкие карасики. Это все отличные живцы. Вот они, видно, да? Надеюсь, друзья. Все. Эту раколовочку мы оставляем. Пусть еще немножко половит. Я представляю, сколько этих мелких налимов здесь. Надо было нам каждый раз переносить их в Печоры, а мы что-то сюда их отпускали первое время. Если озеро промерзнет, они все подохнут. Вот сейчас поставим свежую прикормку шоколадную. И наша раколовка еще половит.
Сейчас сделаем переборочку. С десяток гальянов озерных поймали. Вон сколько маленьких налимов. Гальянчики нам нужны, налимы нет. Мелкие, по крайней мере. Вон такие вот всякие разные. Вон еще карасик. Пойдет для живца. Так, еще. Вот еще гальянчик маленький. Вот. Вон сколько их. Ужас. Больше сотни точно. Так, что? Вот еще один. Гальянчики эти на вес золота. Вон некоторые уже какие большие налимы. Видно, да? Некоторые малюсенькие, некоторые уже подросли. Ну, вроде и все. Какой-то маленький гальянчик. Ты у нас иди тоже живи. Не знаю, как ты будешь жить в речке. Озерный гальян. О, ракушечки. Ну все, пожалуй, и все. С жуками возиться не будем. Хотел тоже наживлять. Вот, друзья, самые интересные, самые волнительные, самое приятное чувство, когда рыбу не только ловишь, но также и помогаешь разводиться. Вон, плывите. Вон сколько их. Вон. Вон сколько их. Вон сколько их. Видно, да? Живите и плодитесь. Только не попадайтесь в пасть щуки, пасть себе подобных. Вон сколько мы их выпустили, больше сотни. Теперь эти налимчики будут 100% выживут в реке, в чистой воде. И река Печора никогда не промерзнет. Вот они пошли по течению. Будут привыкать к чистой воде, к такой акватории. Плодитесь на здоровье. Вот так вот, друзья, сделали доброе дело. Выпустили на волю огромное количество налимов, больше 100. Так что дай бог им вырасти. И потом, после того, как они вырастут, мы, конечно же, их будем опять ловить. Что-то я раньше не догадался. Их выпускал туда, а потом до меня дошло. Думаю, что толку я их выпускаю? Зимой они могут также все задохнуться. Озеро заморное. Выживают только карась и гальян озерный. Вся остальная рыба задохнется. Надо было мне каждую проверку собирать их отдельное ведро и выкидывать в Печору. Но век живи, век учись. Дальше будем мудрее. Так, ну все, дело сделано. Вот у нас весь запас живцов взяли. На пару дней точно хватит. Может и больше немножко. А потом будем думать, как поймать ерша. Может, бредежок у кого-то попросим с мелкой ячеей возле берега. Также закинем в садки. Вот такие вот в 30-ку, пятишки. До 20-30 ершей в маленьком в чистой воде, в принципе, выживают. В ведре не живут. Норка нам помогла сегодня с живцами. Съела их благополучно. В следующий раз будем умнее. Все, поехали проверять продольники. Маленький налимчик. Еще маленький налимчик. Вот их. Вон еще маленький. У нас в садке тоже, оказывается, огромное количество вон здесь. В ведре они точно подохнут. Вон сколько маленьких налимчиков-то еще здесь. 6. Работа еще не початый край. 7. 8. Вон. Так, чтоб 9-10. Оказывается, вытряхали так ведро. Вот и сколько.
Огромная куча здесь еще этих маленьких налимов еще. Вон. Так что продолжаем выпускать. Садок он без воды. Вон их сколько у меня тут. Мои года, мое богатство. Есть запас живцов. Сейчас мы их раскидаем во все ведра, что есть. И попробуем сохранить. Потому что в одном ведре они тоже могут подохнуть. Так, ладно, думаю, так все ясно, чем мы занимаемся. Все, нет еще карасик. Еще один карасик остался. Все. Вот теперь вот точно все. Нет, еще один. Вот теперь вот точно все. Садок сполоснем. И когда приедем в избу, закинем остатки живцов. Также, если получится у нас поймать ершей, что-то будем кидать сюда, что-то в такие. Как-то вот так. Просто так. Некоторые покупают живцов в магазине, а нам приходится заготавливать живцов самим. Так, сейчас еще здесь покидаем налимчиков всех, переберем. И только потом уже приступим к проверке наших продольников. Подранок. Подранок, подранок. Ныряет, как подводная лодка. Хрен найдешь. А вот она нырнула, походу. Пошла к берегу. Бля, не успел. Не успел. Блин, шанс был. Теперь я точно уже... Вот она, блин. В протоку заходит. Зашла в протоку. Блин. Был шанс добрать ее. Застряли. Доли секунды не хватило. А теперь точно ее уже не найти. После выстрела она
будет очень осторожный. Да. Меньше секунды времени. Не хватило реакции. Слишком близко вынырнула. И реакции не хватило, чтобы сразу сходу выстрелить. Теперь все, теперь она куда-то там, туда, в протоку пошла. Конечно же, я еще попробую протолкаться, проплыть вдоль кустов. Может быть, где-нибудь замечу. Но шансы здесь малы. Практически нулевые шансы. Но мы попробуем. Так, подранка нам добыть так и не удалось. Он оказался хитрее меня. Так что прокатились до конца протоки. Были еще утки, 2 серые. Но они не подлетели на выстрел. И еще 4 хохлатые черники видел. Все, это вся утка. И больше ничего. Нигде ни одного выстрела. Получается, черная утка еще не долетела. Вчера летел гусь. Сегодня что-то тишина, хотя на улице довольно-таки холодно. Около 0, максимум +1, наверное. Так, ну что, поехали. Поехали, поехали. Так. Походу никуда не едем. Зацеп. Нет, засыпало. Что-то не пойму. Никого. О! Утки. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вроде черная, а летит высоко. Ну уже что-то. Начали шевелиться. И это дает надежду, что скоро полетят. Так, здесь у нас пусто. Встречаемся на следующем продольнике. На голове полным волос седых. Так. Поехали. Что-то где-то в стороне. Что-то где-то в стороне. Или налим лежит, или куда-то засыпало. Натяжка небольшая есть, но никто не дергает. Не-а. Ничего, походу нет. Ничегошеньки. Опачки. Фу, блин. На километр. Так, ну что, есть что-нибудь? Нет. Походу и здесь пусто. Да. Как ни странно, вода остыла. Вода прибыла. По идее, налим должен шевельнуться был. А оказывается, нет. Не так-то все просто. Налима нет. По крайней мере, на верхнем участке. У нас еще есть 3 участка. Так что до последнего не теряем надежды.
Вчера поймали хорошего трофейного налима. Дай бог, сегодня тоже поймаем. Так. Успели. Продолжаем проверку наших продольников. Вторая тройка. Заходили в избу. Серега пошел собирать клюкву. Пацаны удочки в клеточку проверили. Рыба есть. Так что сегодня опять нас ожидает чистка рыбы. Ну, а мы сейчас посмотрим, попало, не попало что-нибудь на наши продольники. Глубина здесь впечатляющая. Продольник что-то смотрит вниз. Может быть, это налим. Нас сносит. Якорь уже не достает. Так. Что-то натяжка, не пойму. Не, это фигня. Пусто. Пусто. Ну, продольник скрученный, походу что-то было. Никогошеньки. Так. Главное поймать. Поймали. Якорь уже нифига не держит. Не достает. Что-то здесь тоже все скручено. Тоже походу пусто. Или что-то есть? Нет, что-то есть. Налимчик. Налимчик закрутил. Вот так вот. И все. Вот такой вот небольшой налимчик попал. И все закрутил. Так, надо как-то аккуратно отцепить его. Если получится. Чтобы он сразу не помер. Не получится. Даже лодка помрет. Ни за что, ни про что. Вот чем плох двойник, то что если заглотят его, то уже заглотят. Хрен отцепишь. Тихо, все, печенка порвана. Ах ты. Все порвано. Не жилец. Так что опять придется тебя на сковородку. Так, а этот продольник у нас утонул. Давай, 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 всплывай, 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 всплывай. Да всплывай уже. Ну. Давай, 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 давай. Вот так вот. Надо переставлять его. Или добавлять веревку. Одно из двух. А посмотрим.
Оба, аккуратней. Ладно, потом почистим. Что-то непонятно. Продольник сверху, весь закрученный. Походу что-то было, закрутило и ушло. Вон, все закручено. Закончили проверку третьей тройки. Результат пока практически почти нулевой, но не считая вот этого жаринка. Налимчика небольшого. Потихоньку будем переставлять. Сейчас вот этот продольник уже не закидываем. Пойдем закинем его на нижний участок и проверим его. Там, надеюсь, рыба есть. Погнали. Так. Ну вот. Вот на этот продольник у меня точно есть надежда, потому что вчера я его закинул новый продольник. Сделал избушки, привязал крючки. На новом месте. Правда, перестраховался, слишком длинную веревку. Ну, это как бы нормально. Да, конечно, немного неудобно, но зато уже если будет резкий скачок воды, не страшно, что он утонет. Метров 7,5 получается, около 8 метров продольник, веревка. Таких глубин здесь не бывает, если только весной по большой воде. Так, ну что нам даст новое место? Да ладно, засыпало что ли? Засыпало. Песок что ли, я не понял. Что-то вроде дернуло. Натяжка есть. Да, есть небольшой налимчик. Ну и на этом спасибо. Вот такой вот жаринок небольшой. Ожидали, конечно, большего, но что есть, то есть. На двойничок попал. Полезай ведерочка к своему дружочку. Отведем барабан живым. Опа! Поймали. Бутылку поймали. Поймаем ли мы налима? Узнаем через несколько секунд. Опачки. Так, натяжка есть. Но не факт, что это налим. Нет, налимчик есть небольшой один. Есть, идет. Еще один жаринок. Что-то сегодня одни жаринки только. Небольшие. Так, на что попал? На ерша. Попал на ерша. Тихо, 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 будь. Блин, двойник. Чем я не люблю эти двойники. А нет, одинарный. Одинарный. Сейчас попробуем тебя цепить. С минимальными повреждениями. Чтобы отпустить тебя в барабан. Потом. Третий. Вот это, кстати, не крупный налим, вот такой вот. По полкилограмма примерно в среднем. Самый вкусный размер. Лично мне так
Больше мне всего вот эти молочные налимы нравятся. Крупные, конечно, впечатляющие. Красиво. Но по вкусу вот эти вкуснее. Так, ну что, Янцикадан, уже хорошо. Хорошо, Янцикадан, хорошо. Опачки. Вот и первое дыхание зимы. Первый снег. Пошел уверенно. То крупа была вчера, то пару снежинок сегодня. Сейчас вон пришла тучка, и это уже не дождь, это уже снег. Да, плюсовая температура. Да, он тает, но это уже снег. Белый снег. Скоро зима. Так что, по большому счету, это завершающая рыбалка. Не знаю, сколько еще она будет, сколько позволит, вернее, погода половить на продольники налима. Но ловить будем до упора, до шуги. Или до того времени, пока не кончатся живцы. Живцов осталось немного, и то остались одни речные гальяны. Серьезных живцов уже, к сожалению, нет. Озерный гальян закончился. Ёрш что-то быстро подыхает. Вчера все ершами насаживал. Так, а это что у нас? Куда тут? Что тут, куда тут? Запутало. Ага. Ага. Вот тебе, на тебе. Откусанный крючок, значит, была щука. Значит, опять приходила. Вон здоровенная толстая леска и перекусана. На этот раз щуки повезло больше, чем мне. Ну, у нас продольники стоят, так что мы проиграли битву, но война еще не окончена. Посмотрим, кто кого. Опачки, опачки, опачки. Продолжаем проверку наших продольников. Опа, что-то натяжка охрененная. Налим, 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 налим. Налим, 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 налим. Так, один есть. Один есть, хорошенький. И походу там еще натяжка. Зацеплен слабо, слабо, слабо. Полезай сюда. Так, что там еще? Походу там еще натяжечка у нас. Походу еще что-то идет. Или нет? Или да? Нет, показалось. Хотя снизу что-то шло. Низом или зацеп куда-то был, или что. Ну вот, Янцикадан. Плюс еще один налимчик, четвертый на сегодня. На сегодня самый крупный. Это где-то полторашечка, около 2. Уже хорошо. Или что-то есть. Что-то есть. Есть что-то. Не вижу, что там. Ух ты! Ух ты! Вот это кабан! Вот это кабанелла! Ху-ху-ху-ху. Вот это окунь! Вот это окуняра! О,
О! О! Вот это окуняра, вот это я понимаю. Грамм на 600-700, наверное, если не больше. О! Вот это окунище. О! Крутяк вообще, Енскадан. Есть и такие окуня на Печоре. Так, куда бы тебя, чтоб ты не выпрыгнул. Давай сюда тоже пока полезай. Так, ну вот. Уже хорошо. Такому окуню это уже рад. Все, а теперь наживляем, отпускаем, и остался еще один продольник. Раз. Ну, вот и последний продольник на сегодня. Сейчас посмотрим, что он нам даст. Ловиться стало хуже, но благодаря добавленным продольникам мы все-таки что-то да что-то ловим. Как говорится, переход от количественного к качественному. Закон диалектики. Который на этом продольнике не сработал. Ёршики, гальянчики. Все живое. Ну, налима нет. Ну, налима нет. Или что-то есть. Что-то есть небольшое. Это кто у нас? Это у нас хариус. Вот так вот, на мальках. Вот такой вот харюзец клюнул, я вам сказал. Тоже неплохо. Малосолочка. Малосолочка. Красота. Аборигены. В магазин ездили, в деревню. Потому что в малой деревне магазина нет. Здорово, здорово. Пашка. Пашка с Василием. На ветерочке. Потихонечку. Ну вот и закончили нашу сегодняшнюю проверку наших продольников. В принципе, улов нормальный. 3 налимчика. Один окочурился, один хариус, один здоровенный окунь и хороший налим на пару килограмм. Так что все хорошо. Ребята поймали окуней, несколько щучек на удочки, в клеточку. Так что я не знаю, почистили, не почистили. Если не почистили, вместе сообща по-быстрому почистим. Ну а вечерком, как обычно, сядем за стол, приготовим вкусный ужин и посидим под-рыбацки. Здорово. Последние денечки по открытой воде. Скоро зима. Но мы еще успеем половить рыбу по открытой воде. Так что до встречи в избушке. Так, Вот наконец-то и сели ужинать. день пролетает, капец, да? 4 утра встаем. А ужинать сели уже, наверное, сколько? 5-6? Да, ну. 19-14. Уже 7:30. Пока Полвосьмого. поужинаем, будет 10. Вот. А темно уже часа, получается, 3 где-то, наверное. Как мы готовили ужин, показывать, снимать это, я думаю, уже видели не раз. Смысл готовить, вернее, снимать. Как чистим рыбу, засаливаем, думаю, тоже не раз уже видели. Съемок, естественно, не было.
В общем, на ужин у нас опять хариус 1, налим 1 в жареном виде. Салат, помидоры, огурцы, лучок и макарошки с тушенкой. Все просто, все вкусно, все сытно. Анек, еще еще не лег. Анек на диете. Пока. Пока. На сегодня. Да. Так, ну что, я так думаю, вы не откажетесь, да? По маленькой. Беленькую, красненькую, синенькую. Мы сегодня тоже заслужили. Еще бы. Минимум 2 часа только с рыбой разделывались, наверное. Да? Серега сегодня собрал клюкву, добыл рябчиков, так что шулюм будем делать завтра или не будем. Я, кстати, все это дело, Заснял? да, фото зафиксировал. Но... Уток нет, зато рябцов добыли сами. Ну что, все, приятного аппетита. Клюква уже все отошла тоже. Ну, минус был и все уже. Мгм. Сегодня собирал, да, 50% приходится. Вроде столько времени теряется. Которые в мху, они твердые. Да. И столько времени теряется. Вроде возьмешь, а она это, ну, лишнее движение. Вот я прошлый год также выборочно. Которые в мху, они не замерзли. Которые сверху, они уже... С Ромкой успели по ведру. Запиваем мухой. Рыбой наелись, слава богу, сейчас. Уха 6 литров ухи за 2 дня за милую душу только. В холодном виде тоже обалденно все. Продольники вы сами видели, сегодня на малька попался хариус. Я еще все думаю, почему хариуса нету, блин. Все, вот. А потому что крючки большие, эти большие. Деребанить, да. А малька ставишь мелкого и маленькие крючки. Крупный налим меньше варе, потому что эти подшибают. Язи, окуня, вот это все подшибает. Короче, надо чередовать, чтобы и то было. Ну, не пусто, и то хорошо. Как ни странно, сегодня утки не было. Ждали хотя бы. Это день чем еще заполнился? Первый снег сегодня был. Получается 10-й, да, сегодня? До 11 уже. Сегодня 11. 11 октября, первый снег. Уже, если вчера так пыль какая-то была, то сегодня уже точно это был снег. Да, еще земля не покрыта, потому что теплая. Завтра, наверное, уже выпадет. Где, говоришь, в Ухте лежит, да, снег? Ух ты, в Троицке сегодня тоже падал? Нормально так. Но в Ухте, говорит, 5 сантиметров выпало. До нас еще не дошел. Он, скорее всего, завтра дойдет. Мимо где-то прошел. Будем надеяться, что этот снежок тоже поможет толкнуть уточку. Да, мы не торопимся. Пускай к ноябрю приходит. Да. Ваше здоровье. Чем больше будет открытая вода, тем лучше. Зима-то и так у нас длинная. Полгода? Открытой воды у нас всего с конца апреля по конец октября. Грубо говоря, май, июнь, июль, август, сентябрь. Октябрь. Тоже полгода. 50 на 50. А налоги за мотор плачу за круглый год. Что, не пересол нормально? Нормально. Свежайшая, только что еще ножками дрыгала. Да, даже на сковороде даже еще прыгала, да, на костре. Это караси любят. Пол карася прожарила, и вторая половина еще хочет убежать. Не рассказывай зрителям, живодерская. Я пошутил. А чё? Где-то за такое могут даже в тюрьму посадить в других странах. Если ты... За рыбу-то нет, наверное. Где-то, я не помню, вроде бы в Германии. Если ошибаюсь, поправьте, кто из Германии смотрит меня. Там, прежде чем идти на рыбалку, ты должен как на охоту, минимум вот это сдать, чтобы на рыбалку. Ну, лицензию типа взять.
Да что ты умеешь рыбу ловить. Потом у тебя должна быть с собой шила на рыбалке. Рыбу ты поймал, сразу в мозг ему втыкаешь шило, сразу убиваешь, чтобы рыба не мучилась. Я вот такое слышал. Я не знаю, правда, неправда это, но если не прав, то поправьте. Может быть, свистят? Они свистят. У нас наоборот. Чем дольше рыба живет, значит, тем свежее она дойдет до дома. Конечно. Ну, самое интересное, я вот это еще помню, мой отец, но это лет 30 назад, может 35 назад лет. Он, утка идет, и где-то, наверное, в течение недели утка идет. То есть он ходит где-то, когда 20, когда 30 вот этих уток приносил. Целый мешок. Ничего себе. У нас вот это гирляндами в чердаке все висело. Потому что холодно уже получается. Развешивали, ничего не надо. Они висят, потом зимой они замерзают в перьях. Достанет мать, допустим, 2 утки, ощипает, ну, они оттаивают, ощипывает, разделывает. Все, никакие морозильные камеры не нужны. В перьях она лучше сохраняется, там, ну, в естественной среде, получается. Висит. А что промысловики тоже так же вот эти на петли-то ловили глухарей, все, они тоже так развешивают, а зимой и потом везут на буранах, потому что как ты вывезешь только? Ну да, кишки. Кишки убрал, мох туда запил, вместо кишки, чтобы воздух не ходил. Чтоб мухи не это. Ну, Но все равно. правильные охотники-то, мух там уже нету, они поздно осенью уже. Ну, в сентябре, в середине даже иногда бывает мух. Ну, тогда, наверное, и не заготавливать столько дичи-то. Если на дальних кордонах, как в Сибири, там, допустим, как они ездят. Ну, позже, наверное, все-таки, наверное, когда уже холода. Могут быть. Не, ну вот мы в этом году моей супруги у деда избу восстанавливали, да. У него амбар был На ножках. на ножках, да, стоит амбар рядом с избой. Я так понимаю, они, наверное, там солили этот дичь. Ну, мое мнение, для чего тогда амбар нужен-то? А, продукты, муку, вот все такое. Хранили. Завезут. Зимой мешок завозили муки, скажем, а там хлеб пекли, может быть. Завозить-то завозили, если только на нартах. Крупу. Ну. Ну, раньше буранов-то не было. Так. Не, ну зимой же проще Это на санях завезти. амбар это для продуктов, скорее всего, Ну, что мы на же- нартах имеется в виду. Вот это, мы же холодильник тоже как амбар у нас получается. Мне кажется, там, что-то мне по памяти он рассказывал, что там тоже дичь, говорит, этот, развешивали или хранили. Не, ну, естественно, потом оно и В амбаре. как хранилище дичи потом шло. Если это лосятина, что-то тоже, наверное, солили в чем-то, да? Ну, баки, наверное, какие-то, да. Кстати, солонина, лося не знаю, но говядину вот мы держали, да? Морозильника не было. В баках солили мясо, вот мякоть просто ложили, в двухведерный бак, и солили. Потом вот это соленое мясо с ледника, допустим, доставали. М. Немного в воде выдержали, лишняя Отмачивали, соль, чтобы отмачивали. отмечалась. И потом варили. Во! Обалденная штука, лучше, чем свежая даже, блин. Тык-тык, Но отмачивали, чтобы излишки, Лишней соли, да. излишки соли, да, чтобы, ну, как и у рыбы. А так вот мясо, вот, допустим, вот когда заносишь, прежде всего, я вот просто вот так соленое мясо, наверное, солонина, очень вкусно. Все, по маленькой, Можно. и в школу не пойдем. День пролетает, конечно, тут вообще. Глазом не моргнешь. Октябрь только наступил, мы с Ромиком здесь были. Сегодня уже 11, это пол октября уже прошло. Ужас. Давно ли мы окуней тягали? Курета. 30-го. 30 сентября. Полмесяца, 2 недели прошло уже, да? 2 недели. Еще. А слушай, сейчас если попробовать, может тоже будет. Неделю назад я пробовал уже. Спиннинг и то. Ни и одной блин. поклевки. Мгм. Рядом сетка стоит. Все, вода холодная. У да? мужика вот эта сетка стояла вот так вот. Ну, не буду озвучивать, зачем?
Ну, не понимаю. Я могу про себя сказать, про Да нас не, сказать, не, то, что понятно, но- у нас стоят удочки в клеточку. А сетка стоит, забита рыбой получается. Ну не забита, но Она есть на окуня, спиннинг да. не берет, А да. спин не берет, все. Время прошло. Действительно, ты говорил, это есть, наверное, говорит, хоть оторвались напоследок, блин. Да. Ложка дорога к обеду. В этом году и весенние продольники покормили, и летом рыба поклевала на блесну, и на мушку Хариус половился. Грех жаловаться, нормальный сезон прошел. И напоследок вот еще и рыба есть, так что практически на зиму уже заготовили. Завтра, наверное, уже удочки в клеточку будем снимать, и потом просто будем уже отдыхать и ждать уток. Балдеть, так сказать, как курортники. Так. Ну, в планах что-то по ПХД позаниматься. А, избой, ну да, Картоном обшить туда. обшить картоном. А, я, наверное, если не забуду, привезу кусторез и это, Там поработать. пилой, нет, дорогу сюда делать, чтобы не контыкаться потом Да и весной. на вот острове это. можно подкосить под эти продольники. А, Под сетки-то. по профиля-то. Конечно, это один день работы. Если когда уток не будет. Так работать. Так что Работа есть всегда. Кто ищет работу, работа есть всегда, да. Не, но работа работает элементарно даже вот здесь вот, да, по тропе. 3 метра дальше было не пройти. Там пильнули валежину, тут пильнули, уже типа тропы уже появляются, блин. Нормально. Чем больше что-нибудь делаешь, хотя бы каждый день что-нибудь, то уже благоустроение становится наше обитание в нашей лесной избушке. Все надо. В этом году вон дерево-то мимо по касательной жахнуло, шифер сломало, пришлось шифер сейчас поменять. Друзья, другие. Все надо делать. Так что Лес, тайга. будем делать. Не знаю, ко мне еще друг хотел с Урала приехать, Сас. Он говорит, через 2 недели, говорит, неделя прошла уже. Если он приедет, то получается на следующей неделе приедет. Не знаю, приедет, то не приедет. Он в жизни не ел налима. Представляешь? В жизни не ел хариуса. А он откуда? С Урала. Что-то там же есть, надеюсь. Почему? Не знаю, говорит, я и налима еще не пробовал. Блин. Хочет попробовать налима? Хочешь попробовать? А тебе, говорит, привезу судака. Я говорю, я судака не пробовал, говорю, блин, никогда. Вот. Ну, налим что? Налим как налим. Белое, вкусное мясо, нежное. Вот таких размеров, я говорю, самые вкусные такие размеры. Нежное мясо. До килограмма, да. Обалденное. Ладненько, что? Ставлю слово бур. Ты ловушки поднял, да? Все. Жертвов не будет. Одна. Одну оставил. Потому что одна не такая раколовка, а книжка, которая. Вот она единственная одна работает. Если бы я сегодня знал, что будем рыбу жарить, я бы карася, там залез карась вот такой, я сблагородничал его. Сегодня вообще целый день занимался спортивной рыбалкой. Карася отпустил. 100-3, но это-то хорошее дело, благородное. У 100-3 вот таких вот маленьких налипчиков выпустил в Печору. Потому что сначала ты туда выпускал, а где факт, что оно не заморное озеро? Все задохнется, все пропадет. А Печору выпустил, они как тараканы разбежались там. Уже 300 налимов, уже плюс на реке. Ну, не 300, съедят 40%. Да, больше. 70. Да даже хоть и 10 штук выживет, и то хорошо. Хорошо. Кого-то порадует, какого-то рыбака. Кого-то. Ножей порадуют, они, я сказал им, возвращайтесь. Ваня угорает. Лен Цукадан. Так-то вот так. Продолжаем наш отдых, так скажем, в лесной избушке, в рыбацкой. Лежи. Все хорошо. На сегодня все.
Всем спасибо за внимание. День прошел хорошо. До новых встреч на канале Гомер Рыбак. Она уже будет скоро. Завтра. Мы увидим. Молодощой, Новый день. моя. Всем Маня. Бывай. Молодощой.